Клуб национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» выбрал российского вратаря Ярослава Аскарова под 11-м номером на драфте, который впервые из-за пандемии коронавируса проходит в онлайн-режиме. Аскаров был выбран под самым высоким номером в истории драфтов НХЛ среди российских стражей ворот. 18-летний голкипер в России играл в системе петербургского СКА. В текущем сезоне КХЛ он провел 3 матча, один из которых отыграл на 0. В составе юниорской сборной России Аскаров в 2019 году стал победителем Кубка Грецкий, а год спустя завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате мира. ЦСКА на своем льду со счетом 2-0 одержал победу над столичным «Динамо» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Заброшенными шайбами отметились Михаил Науменков и Николай Голдобин. Армейцы одержали 6-ю победу кряду и лидируют в таблице западной конференции, набрав 23 очка. «Динамовцы» идут на 4-й позиции, имея в активе 15 пунктов. В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с уфимским Салаватом Юлаевым, а «Динамо» на выезде встретится с ярославским «Локомотивом». Обе игры пройдут 10 октября. Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о подписании нападающего сборной Кабо-Верде Зе Луиша. Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на 3 сезона. Последним клубом Зе Луиша был португальский Порту, за который он провел 32 матча, сделав 10 результативных ударов. Вместе с командой нападающий стал победителем чемпионата и Кубка Португалии. До перехода в Порту Зе Луиш на протяжении 4 сезонов выступал за московский «Спартак». В составе красно-белых форвард выиграл чемпионат России и суперкубок страны. За всю карьеру Зе Луиш забил 95 голов и сделал 36 результативных передач. Баскетболисты российского клуба «Уникс» на своей площадке обыграли турецкий Бахчешехир Калежи в матче второго тура регулярного чемпионата Еврокубка. Встреча завершилась со счетом 89-88. Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник турецкого клуба Алекс Перес, набравший 33 очка. У россиян самым точным оказался Джамар Смит, на счету которого 25 баллов. В следующем туре соревнований «Уникс» дома сыграет с сербским «Партизаном». Итоги регулярного чемпионата будут подведены 16 декабря. Испанец Рафаэль Надаль выиграл у итальянца Янника Синнера в четвертьфинальном матче открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже. Встреча длилась 2 часа 50 минут и завершилась со счетом 7-6, 6-4, 6-1. В полуфинале турнира Надаль сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом. Испанец является действующим победителем турнира в рейтинге ATP. Он располагается на 2-й позиции. Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Единственным представителем России на турнире остается Андрей Рублев. Сегодня в рамках четвертьфинала он сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Якутянка Полина Юдина стала победительницей первенства Уральского федерального округа по дзюдо. Турнир прошел в Екатеринбурге. Как сообщает ЕСЯ, воспитанница училища Олимпийского резерва выступала в составе команды Свердловской области весовой категории до 70 килограммов. На турнире она одержала 3 победы и помимо золотой медали получила путевку на первенство России. Также якутская дзюдоистка выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Таковы главные спортивные новости. К этому часу занимайтесь спортом и будьте здоровы.